намысыздар көрермендер, эфирде айнқаласы биясы 15 ақпан Совет одағы әскерлері Ауғанстан аумағынан шығарылғандығына 33 жыл толып отыр. Осы орайда бүгін жастарға әскери патриоттық тәрбие берудің ерекшеліктері туралы талқылайтын боламыз. Студия қонақтарымыз еліміздің саладағы атақты мемлекеттік қайраткерлер. Добрый день, уважаемые зрители. 15 февраля страны бывшего Советского Союза отмечают годовщину перевода советских войск из Афганистана. Накануне этой даты мы решили поговорить о военно-патриотическом воспитании нашей молодежи. Наши сегодняшние гости — государственные деятели, посвятившие себе служению стране и родине. Прошу их представить. Праздные годы заместитель председателя нашего парламента Республики Казахстан, министр по чрезвычайным ситуациям, первый заместитель председателя национальной безопасности, член Республиканского совета Ассамблеи народов Казахстана, кавалер орденов Айбон второй степени, Барс первой степени, Лидан первой степени, генерал-лейтенант национальной безопасности Башков Владимир Карпович. Здравствуйте. Хочу отметить, что Владимир Карпович также является председателем Ассоциации славянских казачьих организаций Казахстана. Следующий наш гость, участник афганской войны, бывший министр обороны Казахстана, депутат Мажилиса парламента 5-го и 6-го созыва партии Нур-Отан, Халк Тахарманы, генерал-лейтенант Юртаев Артем Михайлович. Следующий гость. Генерал-майор Шацков Владимир Александрович в разные годы возглавлял региональные командующие войсками, последний командующий войсками Центрального военного округа. Также кавалер орденов Айбон второй степени, орденов Курмет. Еще один гость Тағы Хунавнугдар, судьямыздың Тағы Хунавы Нұр-Сұлтан қаласының Ауғанстан соғысының ардагерлері кеңесі төрағасы кеңесшісі, 3-ші дәрежелі Айбын орденінің иегері және Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы Солтаев Талғат Қадырбеков. Қош келдіңіз. Прежде чем приступить к обсуждению темы, хочу отметить, что при Ассамблее народа Казахстана действует военно-патриотический айбон. Немаловажную роль уделяется патриотическому воспитанию молодежи в нашей столичной ассамблее. В ближайших планах у нас также создание военно-патриотического клуба и открытие военно-патриотического музея.